Дорогие коллеги, я поздравляю всех вас с Международным днем музеев, нашим профессиональным праздником. Международный день музеев сейчас отмечается в нашей стране, нашей республике, превратилась в традицию. Сегодня тема моего выступления – роль музеев в истории края. Я хочу вкратце напомнить вам историю развития музейного дела нашей республики. Но в России во второй половине XIX века в связи с развитием промышленности, особенно горнодобывающей, в связи с ростом городов и городского населения, стали появляться музеи, начало развиваться музейное дело. Если взять Восточную Сибирь, то уже в последней четверти XIX века в Иркутске был создан музей, но в системе Русского императорского географического общества. Но начали создаваться музеи и в других регионах, в частности в Минусинском музее. А в 1887 году Якутское статистическое управление по инициативе его секретаря Андрея Иннокентьевича Попова было принято решение о создании областного музея. В период подготовки этого музея Андрей Иннокентьевич обратился советами организатору, создателю Минусинского музея Николаю Михайловичу Мартемьянову, как создать эти музеи. Он получил такой обстоятельный совет, и уже в 1891 году, 6 июня, была открыта первая экспозиция Якутского областного музея. Первым консерватором областного музея стал политически сильный Василий Петрович Зубрилов. Но, как советовал Николай Михайлович Мартемьянов, дореволюционный период, в течение 26 лет управляли областным музеем политические сильные. В том числе с 1914 года Емельян Михайлович Ярославский. Внес очень большой вклад и известный краевед Сибири Алексей Кириллович Кузнецов. Он также организовал Читинский краевой музей. Ну, с тех пор Якутский областной музей в 1926 году стал Республиканским краеведческим музеем, а с 1978 года Якутским государственным объединенным музеем. Все это время, первое время, потом музей был единственным культурно-просветительным и научным учреждением. И даже в 1930-е годы музей занимался археологическими раскопками. Эта работа продолжалась до открытия якутского филиала Сибирского отделения Академии наук. До этого музей практически был единственным культурно-просветительным и научным учреждением. Но наш музей стал любимым местом не только горожан, не только жителей города Якутска, но и всей республики. Я считаю, что любой якутянин в жизни, хоть один раз в жизни побывал в нашем музее. В детстве, потом, значит, когда у него рождаются дети, потом появляются внуки, якутяне, может быть, даже дважды, трижды обязательно посещают наш музей или филиалы наших музеев.
Но значит, в советское время начали создаваться музеи в городе Блюйске, Среднеколымске. Потом уже 1960-е годы клубы революционной боевой трудовой славы в районах начали создавать музеи революционной боевой и трудовой славы. Так появился сеть музеев нашей республики. Сейчас это очень развитая сеть. Мы Российской Федерации уступаем по численности музеев только Республике Татарстан. Но сейчас у нас очень много музеев с хорошей коллекцией. Музей имени Ярославского, у него коллекция, богатейшая коллекция материальной и духовной культуры народов Якутии, где-то около 100 тысяч таких музейных предметов. В советское время музеи стали идеологическими учреждениями, но проповедовалось материалистическое понимание явлений природы, развития общества, и особенно 20-30-е годы в музеях проводилось большое атеистическое воспитание, проводилась атеистическая работа. Но все время наши музеи проводили, военно-патриотическое воспитание. Эта работа усилилась в годы Великой Отечественной войны и последующие годы. И музей, в последнее время тоже развивается в связи с развитием туризма, в том числе и международного туризма. Музей по своему статусу это культурно-просветительное учреждение, поэтому наш музей, когда я работал директором музея, я сильно ставил вопрос, чтобы изменили статус. Но я добился того, что наш музей был включен в список музеев Российской Федерации, базовых музеев, которые проводят научно-исследовательскую работу. В 1978 году мы впервые провели научно-практическую конференцию, посвященную столетию Емельяна Михайловича Ярославского. Но тогдашний известный ученый, кандидат исторических наук, бывший сотрудник нашего музея Афанасий Дмитриевич Сыроватский тогда заметил, как выросли музейные сотрудники и начали проводить самостоятельную научную конференцию. Но после открытия якутского филиала, образования Якутского института языка, литературы и истории, там была организована археологическая лаборатория, и, постепенно музей перестал заниматься археологическими раскопками. Но в последнее время мы, возобновили эту работу. В частности, работая в музее, проводили археологические экспедиции Людмила Николаевна Жукова, и особенно я хотел бы отметить Василия Васильевича Попова, Быдылыка, который внес большой вклад в археологическом изучении Якутии в средние века. Я, конечно, хотел бы остановиться на выставочной работе. Сейчас, музей проводит очень большую выставочную, экспедиционную работу. Мы в 1980 году организовали большую выставку в городе Ленинграде, музея этнографии народов СССР, Якутия, прошлое, настоящее и будущее. А в 1981 году с большим успехом провели самостоятельный раздел нашей республики
на составе международной выставки «Человек и его мир» в Монреале, это Канада. Дальше мы приняли участие в международных ярмарках Японии с большим успехом. Так что сейчас, значит, ну, в те годы мы тогда организовали и у Румынии, и Германии. Так что в этом вопросе у нашего музея накопился большой опыт. Музеи проводят 4 функции. Первое – это собирают материалы, материальной и духовной культуре народов. Второе, значит, они эти материалы должны хранить, хранят, должен быть определенные хорошие условия. 1980-е годы мы сумели здесь, значит, построить фондохранилище, хотя не специализированное, но все-таки улучшили хранение наших коллекций. И третье, значит, изучение этих коллекций. Мы начали изучить, издавать каталоги по коллекциям. И, конечно, четвертое, пропаганда вот этих коллекций. И мы, конечно, вот у нас постоянно экспозиция работает, выставки, и мы постоянно изучаем наши коллекции. Ну, в заключение, вот 29-го меня принять участие онлайн в заседании Президиума Союза музеев России, но принято решение в ноябре этого года отметить 20-летний юбилей Союза музеев России, а интермузей, выставку музеев Российской Федерации провести в сентябре в городе Москве, и там же во время этой выставки интермузей провести отчетно-выборное заседание. Позвольте еще раз поздравить своих коллег, музейных работников, пожелать счастья, успехов в развитии музейного дела.